В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. На заседании комитета Илтумен рассмотрено 10 вопросов по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. В Якутске на станции Намыв открылся новый терминал для пассажиров судов на воздушных подушках. Расскажем подробнее. В Нерюнгри ввели новый дом по программе переселения из аварийного жилья. Состоялась торжественная церемония вручения ключей. В Ленске стартовал образовательный форум «Ленский берег». У каждого участника есть шанс получить грант на реализацию идеи. Более сотни юных креаторов со всей республики учатся и творят на фестивале якутской анимации «Токуфест». Подробнее о площадках фестиваля. Сегодня на расширенном заседании Постоянного комитета Илтумен по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации рассмотрено 10 вопросов. Основной темой обсуждения стал проект закона о госбюджете на предстоящие 3 года, а также вопросы по бюджету территориального фонда обязательного медстрахования и по проекту закона о налоговой политике. В Якутии прогнозируется невыполнение плана по налоговым поступлениям в 2 отраслях – алмаза и угледобывающей. Это обусловлено ограничительными мерами в отношении российских организаций, укрепление рубля, высокая себестоимость, кризис в угледобывающей отрасли, вызванный снижением мировых цен на уголь. Принято решение доработать проект бюджета с правительством республики. Серьезность в целом для республики по бюджету абсолютно понятная. Да? Наши доходы, к нашему большому сожалению, не отвечают нашим планируемым расходам, поэтому депутаты сами предложили, давайте приоритизировать те расходы, которые мы собираемся вносить в виде поправок ко второму чтению. Да? Это очень хорошее предложение. Возможно, мы сядем народным депутатам из правительства, приглашенными, и попробуем приоритизировать те дополнительные доходы, да, распределение тех доходов, которые нам внесут в режиме второго чтения. Мы надеемся, эта сумма будет существенной. Петр Николаев назначен министром инноваций Якутии. Соответствующий указ подписал глава региона. Петр Николаев до 24 года занимал должность замминистра инноваций Якутии. Является опытным специалистом в сфере цифровой трансформации и государственного управления с 19-летним стажем работы на руководящих должностях. Достиг топ-10 рейтинга руководителей цифровой трансформации России. Окончил Томский университет систем управления и радиоэлектроники по специальности организация и технология защиты информации. В Якутске рядом с причалом судов на воздушных подушках открыт теплый зал ожидания для пассажиров. Тут можно скрыться от ветра, подзарядить гаджеты, а в скором времени выпить чашечку горячего чая или кофе. Подробности далее. Тепло, светло и прекрасный вид на реку. Теперь пассажиры судов на воздушных подушках смогут ждать отправления в новом терминале, который открылся на станции Намыв. На самом деле мы с позапрошлого года начали реализовывать этот проект совместно с Министерством транспорта, когда они начали делать реконструкцию этой автомобильной дороги в 204-м микрорайоне с автобусной остановкой. Мы отвели землю, и, соответственно, начали отсыпать, и в течение этого года завершили строительство объекта. Новый павильон – социальный объект, предназначенный для повышения комфорта ожидающих. Несмотря на то, что он построен за счет средств ЖДЯ, пользоваться им могут не только пассажиры поездов, но и любой, кто желает переправиться на другую сторону реки в период межсезонья. Вместимостью порядка до 50 человек. Общей площадью 70 квадратных метров. Здесь располагаются санузлы, имеются пандусы, соответствующие лестницы до непосредственно места посадки. Внутри терминала будет оборудована точка общепита и, безусловно, будут соблюдены все требования по транспортной безопасности. Этот проект стал еще одним шагом в процессе совершенствования инфраструктуры перевозок и одним из примеров социальной ответственности бизнеса. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. В Нерюнгри ввели новый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В городе состоялась торжественная церемония вручения ключей новым жильцам. Подробности в сюжете наших коллег.
Это уже третий дом по новой улице Ждамирова. При содействии национального проекта «Жилье и городская среда» заселение первых многоквартирных жилых домов в новом квартале Р города Нерюнгри состоялось год назад. Программа переселения из ветхого аварийного жилья, мы ее завершаем. Осталось буквально некоторое количество семей, которые ждут свои квартиры, теплые, благоустроенные. А это действительно теплые, благоустроенные квартиры. Сегодня первые 10 семей получили ключи уже. В процессе оформления у нас остальные квартиры, остальные семьи, они в течение 2 недель получат свое жилье. И мы приступаем к заселению следующего дома, который будет сдан примерно к 5 числу, как раз к Дню города, и это будет еще одно замечательное событие. Каждое новоселье – это не просто новые квадратные метры, а конкретные судьбы людей, которые годами ждали улучшения жилищных условий. Мы переселялись в деревяшку всего на 2 месяца. Сказали, что в декабре переселились, сказали, в феврале уже будет сдаваться Ленина 6, мы там будем жить. И вот 34 года я ждала, дождалась. Вы даже не представляете, как зашла, мне так очень все понравилось. Я даже все еще не успела посмотреть. Я в шоке. Очень красиво, очень красиво. Новый жилой дом сдан под ключ и соответствует современным стандартам. Жильцы переезжают из аварийного фонда в благоустроенные квартиры, в которых подрядчик выполнил ремонт и установил всю необходимую базовую технику. Это позволяет новоселам заселиться в кратчайшие сроки. Остается лишь завести мебель и личные вещи, чтобы наполнить жилье уютом. Я с 81 года здесь живу. Южно-Якутская, 2/1. Вот там мы прожили столько времени. Раньше они были общежития для военных, которые с армии приходили. Потом уже стали малосемейка, потом уже люди расселялись. И так квартира, кто-то последний остался, так квартира и осталась тому человеку. Вот так мы и прожили там. Раньше было, конечно, все это было хорошо. Ну, сейчас, конечно, рады, наконец-то, с тех аулов выехали. Теперь новоселам предстоит обживать свои долгожданные квартиры, управляющей компании создавать уют и комфорт, городским службам заниматься благоустройством территории. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске состоялась церемония вручения ключей жителям нового жилого комплекса «Атмосфера». Масштабный проект, вошедший в топ-5 крупнейших в республике, уже успел получить высокую оценку в профессиональной среде и признан лучшим новостроем с продуманным мастер-планом дворового пространства. Подробнее в сюжете далее. «Атмосфера» является одним из самых крупных жилых комплексов на Дальнем Востоке. За период строительства жилой проект отмечен рядом престижных наград, подтверждающих его статус одного из самых современных и комфортных для проживания объектов в регионе. И удерживает лидирующую позицию, не имеющим на сегодняшний день аналогов. Очень много застройщиков, но этот жилищный комплекс, он отличается особенностью то, что он большой. В плане благоустройства и подходов к парковочным местам, комфорт для проживающих, он особенный выделяется. И с точки зрения объемов жилищного строительства, что важно для нас, так как жилищное строительство в республике является драйвером, он имеет большую площадь. Жилой комплекс «Атмосфера» уже сегодня задает новые стандарты качества жилья в нашем городе. Выделяется своей уникальной архитектурой и продуманной инфраструктурой. Здесь предусмотрены просторные дворы, современные детские площадки для детей, лаунж-зона и удобные парковочные места. Это масштабный проект. 1133 квартиры, 55 тысяч квадратных метров качественного жилья. Мы делали большой акцент на благоустройстве нашей территории, чтобы было большое пространство для детей, для взрослого населения в том числе. Здесь есть 2 стилобата, под ними находятся парковочные места, а сверху зоны для отдыха граждан жилого комплекса. Новострой пользуется большим спросом у участников программы дальневосточной ипотеки. По этой льготе здесь уже приобрели свыше 1100 квартир молодые семьи, педагоги и медицинские работники. Мы купили через программу ДВИ для участников СВО 2-комнатная квартира, евродушка. Радость – это очень долгожданный для нас момент, очень волнительный, очень радостный. Мы очень счастливы. Мы молодая семья. Сегодня получили ключи от ЖК «Атмосферы». На 15 этаже купили квартиру. Очень рады, переполняют очень эмоции. Этот день стал символом новых возможностей и комфорта для жителей Якутска. Для многих новоселов это не просто новые квартиры, это начало новой, комфортной жизни в своем доме. Камила Михайлова, Семен Семенов, Якутск.
В Якутске завершился уникальный форум «Игровое пространство. Детство в информационную эпоху». В условиях стремительного развития цифровых технологий эксперты, педагоги и разработчики собрались, чтобы обсудить будущее детских игр и их роль в образовании. Подробности в сюжете далее. Как помочь детям найти баланс между реальными и виртуальными мирами? Как использовать цифровые инструменты для развития критического мышления и креативности? На эти и другие вопросы искали ответы участники форума. Особое внимание было уделено детям с нарушением зрения. В детском саду «Подснежник» прошла сессия, на которой ученые, воспитатели и медики поделились советами по работе с детьми с ОВЗ. В наших детских садах города Якутска детей с ОВЗ становится все больше. Практически каждый детский сад с этим сталкивается, поэтому необходимо нам эту тему прорабатывать серьезно, профессионально, так, чтобы мы получали затем детей уже в школе, подготовленных к жизни и учебе в больших коллективах. Форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и разработки рекомендаций. Лучшие игровые практики представили более 200 педагогов со всей России. Особенно актуальной стала тема создания образовательных игр, которые могут стать не только увлекательными, но и полезными для развития эмоционального интеллекта. Мы из Самары привезли мастер-класс, посвященный истории и популяризации и сохранению деревянного зодчества. Это окна и наличники, которые имеют каждый свой уникальный узор. И также хотелось бы добавить и выразить от самарской делегации слова благодарности организаторам, управлению образования городского округа города Якутска за возможность представить свой опыт, а также изучить опыт коллег из Якутска. Для развития мелкой моторики мы подготовили игру с прищепками. Найти хвост, тема у меня, кто чем питается, и профессия. Дети из этого ящика подбирают к своей теме. Немаловажным аспектом форума стало повышение квалификации педагогов. Прошли мастер-классы и семинары, на которых специалисты делились методиками внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Традиционным видом развлечения, игры и прочего очень тяжело конкурировать с гаджетами. Поэтому нам нужно взрослым крепко постараться подумать, придумать и воплотить в жизнь обязательно форматы, которые будут альтернативой всему этому. Форум завершился принятием рекомендаций, которые помогут сформировать стратегию дальнейшего развития. Участники договорились совместно искать новые пути для совершенствования образовательных методик в эпоху цифровых технологий. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. В Ленске стартовал образовательный форум «Западной Якутии. Ленский берег». Инициативные люди Ленского района приехали представить свои проекты и получить грант на реализацию идей. Также в течение 3 дней каждый из участников сможет приобрести новые знания по развитию своего социального пакета. В Ленском районе стартовало одно из важных событий для активной и идейной молодежи – форум «Ленский берег». В этом году он проводится уже 14-й раз. На мероприятие приехала Любовь Клюкина, руководитель проектов благотворительного фонда «Харысхал». Она первая начала реализацию Ленского берега. Сегодня стала одним из кураторов форума. Отсюда с берега действительно отплывают новые идеи в жизнь и действительно реализуются. Вот это очень радостно. Мы на этом форуме будем работать по 2 направлениям. Это социальные проекты. Я буду полностью по социалке, это моя специфика. Мы будем говорить не только о том, как можно реализовать проект, имея очень маленькое финансирование, это сейчас актуально, но и получить поддержку за пределами района, республики, федеральный грант. Поговорим об этом. Ну и самое главное, мы поговорим о том, как дружить и партнериться друг с другом. В Центре дополнительного образования СРГ собрались более 70 молодых участников. Им предстоит в течение 3 дней активно работать над своими проектами, дорабатывать идеи, обмениваться опытом и готовиться к защите. Учитесь, генерируйте идеи, реализовывайте эти идеи на благо жителей Ленского района, на благо нашего города, района, на благо детей. На форуме «Ленский берег» создается такая замечательная атмосфера, когда мы не просто из одного уха в другое знания эти транслируем, мы их вот по такой кривой пропускаем, они где-то вот здесь у нас остаются.
Эксперты поделились с участниками знаниями о том, как эффективно презентовать свои проекты, работать в команде и развивать инициативы, а также о возможных грантовых конкурсах, существующих в республике для дальнейшей поддержки. Наш проект называется «Мама в ресурсе». Мы создали специальное социальное общественное продвижение, чтобы помогать молодым мамочкам, чтобы проходить такие сложности вместе, проводились мероприятия, чтобы общее настроение для детей, для родителей это было проходимо очень в позитивном ключе. Это будут сделаны интерактивы, встречи с психологами, с педиатрами, будут проводиться мероприятия, как фестиваль «Мама Фест», и чтобы мамы могли себя чувствовать очень хорошо в плане общественности, социального и также, можно сказать, обучения им были. По итогам форума самые интересные проекты будут отмечены грантовой поддержкой, общий фонд которой составил 2 миллиона рублей. Светлана Бреева, Виталий Андреев, Ленск. Во Владивостоке состоялась ярмарка студенческих объединений. Одно из самых ожидаемых событий осени в Дальневосточном федеральном университете. Ежегодно она собирает активистов, творцов и энтузиастов со всего кампуса. Подробности в материале Лианы Осиповой. Особое внимание гостей привлекло якутское землячество «Каскель». Каждый год его участники с гордостью рассказывают о родной культуре и стремятся показать, насколько богаты традиции их народа. На этот раз студенты представили элементы якутского национального спорта, организовали интерактивные игры и мастер-классы. В этом году мы тоже принимаем участие, и у нас в нашей локации есть интерактивы, есть якутские украшения, книги, которые нам предоставило постоянное представительство. Посетителям очень интересно, потому что для них это все в новинку. Также они спрашивают про нашу традицию, то, как мы используем это у нас у себя в республике, почему это нужно и для чего. Помимо этого, на ярмарке работало более 50 объединений. Здесь клубы по интересам, творческие коллективы, научные общества, команды программистов и даже кавер-дэнс-группы. Каждая организация предлагала гостям стать частью своей команды и внести вклад в жизнь студенческого сообщества. Мы будем проводить мастер-классы по 4 основным трекам. Это фото, видео, дизайн и SMM. Помимо этого, также будем обучать ребят операторскому искусству именно на трансляциях, работе на звуковом пульте, а также работе со светом. Как раз таки именно то, что касается редакции нашей, мы взаимодействуем с организациями по всему Дальнему Востоку, от Камчатки до Забайкалья. Публикуем их контент, также делаем свой, делаем посты, делаем дизайн, делаем короткие ролики и помогаем ребятам в развитии их собственных инициатив и студенческих медиа. По словам студентов, такие мероприятия помогают найти себя за пределами учебы. Кто-то находит друзей, кто-то новые возможности, а кто-то свое призвание. Ярмарка в очередной раз доказывает, студенческая жизнь на Дальнем Востоке кипит, а инициативность молодежи только растет. Я нахожусь на ярмарке студенческих организаций, чтобы найти себе единомышленников и провести студенческие годы не так одиноко. Я считаю, это очень полезно, потому что многие на самом деле боятся подходить куда-то, а здесь, они могут подойти, спросить, им расскажут, они сразу поймут, если честно, куда. И много ребят, которые просто помогают, ходят, рассказывают там что-то, зазывают, поэтому всем интровертам будет нормально, я думаю, даже. Каждое подобное мероприятие – это зеркало студенческой энергии. В нем отражается будущее университета и тех, кто уже сегодня формирует его атмосферу. Лиана Осипова, Владивосток. Фестиваль якутской анимации «Току-фест» стартовал в столице. Праздник объединил более сотни юных креаторов со всей республики. Дни фестиваля проходят очень увлекательно. Участники посещают мастер-классы и лекции. Подробнее о них расскажет Анастасия Пуляева. Праздник для начинающих профессиональных мультипликаторов «Току-фест» проводится 3-й год подряд. За время своего существования он показал рост интереса к анимации со стороны молодежи. Мы видим, что география очень расширилась. Здесь участвует практически вся республика. Мы видим, что участники есть из северных районов, чему мы очень рады. Фестиваль «Току-фест» не только расширяет свою географию, но и демонстрирует рост количества работ. Приглашенные эксперты, приехавшие делиться своими знаниями в рамках тематических лекций, отметили масштаб как фестиваля, так и развития самой сферы в республике. По работам видно, что они стали разнообразными.
они профессиональные, они интересные. То есть это большой-большой калейдоскоп, то, как и должен выглядеть фестиваль. Единство непохожих. Сейчас, когда я сюда приехал, я, конечно, увидел невероятный масштаб. Это очень много студий, работ различных. Для регионов это большая редкость на самом деле. Юные креаторы получат новые знания и ценный опыт. Программа Токуфеста включает в себя мастер-классы и конкурсы на разные тематики. От мультипликации до искусства дубляжа. У нас в библиотеке Smart состоится мастер-класс по дубляжу. То есть кастинг мы объявили для будущих, возможно, актеров дубляжа, которых мы хотим отобрать, посмотреть, да, потому что нам надо обновить голоса. У нас очень много проектов, не только оригинальных, но и дублированных. То есть мы же заказываем российские мультфильмы и переводим на якутский язык. Также в рамках Токуфест мультипликаторы обсудят перспективы выхода якутских анимационных проектов на российский и мировой рынок. Это даст точные стратегии и разные точки зрения на один вопрос. Хотел бы в первую очередь услышать от продюсеров, от Союз мультфильма, от наших гостей и еще, самое главное, от наших тех мультипликаторов, от наших продюсеров, как они это видят, какие у них боли, потому что я хочу сейчас понять для себя стратегию, как нам сейчас действовать в этом. Хочу понять, что нужно действительно нам, чтобы развивать анимацию. Развитие анимации стало частью креативной экономики Якутии. Фестиваль Токуфест стал не только площадкой для обмена опытом, но и стартом в карьере для юных мультипликаторов. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. Третий республиканский конкурс-фестиваль «Мир красоты и таланта» прошел в Доме культуры глухих РФ. В мероприятии приняли участие 49 участников из учебных заведений для детей с нарушением слуха. Конкурсанты через моду, творчество и искусство показали свою индивидуальность. На сцене были представлены работы визажистов и парикмахеров, а также творческие номера. Кроме того, зрителям представили авторскую якутскую коллекцию одежды в стиле боха. Проведение конкурса планируется и в следующем году. В Якутске находится единственная по всей республике коррекционные школы, интернаты, где учатся дети со всей республики. Я думаю, что это очень актуально, чтобы они могли потом участвовать на профессиональных мастерствах, как Обилимпис, как всероссийский конкурс DevSkill, ранее был, и он сейчас будет переименоваться как «Прорыв». И мы должны их расширить, чтобы актуализировать. Они были способными и конкурентоспособны на рынке труда. Республиканский центр реабилитации отмечает десятилетие отделения адаптивной физкультуры. В рамках события состоялся круглый стол с участием ведущих специалистов. В числе обсуждаемых вопросов история паралимпийского спорта в Якутии и методы его последующего развития. В отделении адаптивной физкультуры лечатся дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. С 2022 года в центре ведется работа и с участниками СВО. Наши специалисты-классификаторы, они работают с людьми с ограниченными возможностями, да, то есть с инвалидностью. Они определяют, каким видом спорта они должны заниматься, могут заниматься, самое главное, да, и, конечно, привлечь к занятиям физической культуры и спорта и к паралимпийскому движению. Оно было всегда важным. У нас все равно существует количество населения, которые имеют инвалидность, да, по тем или иным причинам. А теперь это у нас в связи с специальной военной операцией оно звучит намного ярче. Да? И мы должны проводить в этом плане большую государственную работу. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.